Георгий Бабиев против спортсмена из Туркменистана. Бибаев. Бибаев, извините, поправляемся. Гурбан Сапаргелдиев будет ему противостоять. Уже мы видим, эта схватка началась. Да, ну, спортсмены в разведке вот пытаются провести атаку спортсмены из Туркменистана, но как-то не подготовлено с места. Поэтому будем смотреть. Ну, тоже берет более плотный захват. Видим, что спортсмен Бибаев уходит в защиту, потому что спортсмен из Туркменистана взял очень плотный, хороший захват, где иногда лучше просто уйти в защиту, чем пропустить какую-нибудь атаку. Поэтому спортсмены пока борются на захватах, ищут свое. Ну, пока... Минута практически, да, без каких-то действий. Да, при этом лично я, хотя это не моя стихия, скажем так, но вот я пока не могу даже понять, кто из них более активный. Но за счет того, что спортсмен из Туркменистана сейчас проводит атаку, хоть и безоценочную, пытается сейчас перейти на болевой, то я думаю, что он пока что идет, вот как я и говорила, он идет фаворитом, поэтому спортсмен Георгий Бибаев получает предупреждение. Ну, в борьбе это называется отказ от борьбы, да, если не ошибаюсь. Здесь примерно такая же формулировка? Нет, скорее... Нет, первый раз такое слышу, если честно. Вот... Когда он пассивно себя ведет один. Пассивный, да, пассивность, да, но не отказ от борьбы. Вот, хотела сказать, что Владислав Буч уже выигрывает свою вторую схватку, очень уверенно, поэтому идет он дальше. Так, на первом ковре у нас борется тоже наша спортсменка Скворцова Анастасия с представительницей России Остапец Ирина. Ну, а на нашем ковре тем временем, опять же, атакует в более выгодном положении спортсмен из Туркменистана. Он так долго держал эту руку, когда надо было сразу садиться на болевой. Немножечко переждал, поэтому их подняли в стойку. Очень упорная получается схватка. Да, можем уже слышать, как нарастают децибелы у тренера из России. Так, ну вот чуть-чуть, конечно, не вкрутился. И опять же, видите, на контратаках тоже неплохо работает Гурбан. В партере он себя тоже уверенно чувствует, поэтому первый берет захват, не отстаивает, но при этом вот сейчас чуть-чуть пошел плечами и мог пропустить атаку, и вот уже держит удержание Гурбан. Хотел сконтрить спортсмен из России, но, к сожалению, чуть-чуть не дотянул. Да, но уже минимум 2 балла мы видим, Гурбан набирает, и, скорее всего, будет 4 балла. Да, это уже, конечно, преимущество солидно, посерьезнее. Да, за 2 минуты 5-0. Ну, хотя, в принципе, оно отыгрываемо, но сама схватка, наверное, не дает, да, таких серьезных предпосылок, что все-таки Георгий возьмет и перевернет все в свою пользу. Я думаю, сейчас, возможно, Гурбан чуть-чуть подсядет, возможно, будет работать уже вторым номером, где-то ловить на ошибках Георгия Бибаева. Потому Сушить, что, да, будет схватка. Да. Тем временем Бибаев пойдет в атаку, поэтому я думаю, что где-то он уже будет рисковать, и, может быть, на этом будет ловить его. И хотя вот продолжает атаковать. Не рискует, да? Зачем? Если работает все, если идет, да, то почему зачем отстаивать? Перестраиваться? Да. Ну, опять же, грамотно сейчас он переходит на ахилл, на болевой. Я думаю, что он сейчас еще и
атаку. Поэтому борьба продолжится в стойке. Ну, не знаю, что должно случиться, чтобы Георгий за минуту, даже уже чуть меньше, смог что-то противопоставить спортсмену из Туркменистана. Ну, вот сейчас точно нужно идти рисковать и уже что-то экстраординарное предлагать своему оппоненту. Так, ну вот и еще раз это бал. Проводит атаку через спину с колен. Только неплохо вывернулся Бибаев, но все равно упал на бал, на живот. Ну, в принципе, я думаю, этого вполне себе достаточно. И Гурбан спокойно продолжает эту схватку вести к своей победе. Да, как-то Георгий совсем не может найти какую-то заветную атаку, которая привела бы его... Хотя бы первые баллы набрать. Да, банально. как-то не может найти. Вот он. И все равно, ключи какие-то, да. Ну и все, тут уже все понятно, да. Да, но... решил. 1 балл. Можно было сейчас, кстати, уже и на удержание призабрать, но он почему-то решил, что 8 секунд он хочет добороться в стойке. Ну, хотя уже, как бы, я думаю, что сейчас это будет больше такое отхаживание. Георгий как-то и не проявил желания, да. Ну, наверное, понимает, что активничать. занятие это бесперспективно, и в любом случае Гурбан победу одержал бы. Он ее, в общем-то, и одерживает, и следует дальше по дистанции. И в следующей схватке мы узнаем соперника Сапегердиева, и, возможно, им станет белорус Станислав Барсуков, который будет сражаться с участником из Казахстана. Ковер приглашается спортсмен в красной форме Рахатали Сартай, Казахстан, спортсмен в синей форме Станислав Барсуков, белорус. Выходит на помост. Станислав как-то так, не торопясь, выходит. По-хозяйски, да? Да. Задержался немножечко, вальяжно постучал ногами Показывает. по ступенечкам, да. Показывает, чья территория. Ну, дома, говорят, и стены помогают. Хочу заметить, что это именно так. Это 100% так. Я думаю, что это касается любого абсолютно вида спорта, потому что лучшие результаты все наши там спортсмены, нашей команды, они показывали именно дома. Да, с одной стороны, это, конечно, больше ответственность, потому что